Это программа «Актуальное интервью», в студии Иван Лазаренко. Здравствуйте. Роспотребнадзор рекомендовал родителям в период распространения коронавирусной инфекции ограничить по возможности контакты детей с другими людьми, а также уделить повышенное внимание дезинфекции помещений и вещей дома. О том, как обезопасить детей от вирусов вне дома и в семье, мы поговорим с профессором кафедры педиатрии и детской хирургии Мединститута Северо-Восточного федерального университета, доктором медицинских наук Татьяной Дмитриевой. Татьяна Геннадьевна, здравствуйте. Добрый день. Ну вот сейчас время каникул, дети в любом случае очень сильно стремятся на улицу. Как все-таки лучше объяснить ребенку о правилах безопасности и как защитить от вируса? Ну, то, что дети стремятся на улицу, это хорошо, потому что нахождение в помещении всегда представляет гораздо больший риск, чем общение на свежем воздухе. Снижение заболеваемости в летний период и рост ее в осенне-зимний период для респираторных инфекций – это естественно. Тут одним из важных факторов, не единственным, но достаточно важным фактором является скученность населения. И когда мы находимся в тесном помещении, в непроветриваемом помещении, риск обменяться микрофлорой, в том числе и COVID-19, коронавирусом второго типа, новым коронавирусом, он, конечно, повышается. Но в носоглоточной слизи вирус живет в течение нескольких дней, может соблюдаться, но и аэрозольным путем он тоже может передаваться, то есть он может просто находиться в воздухе приблизительно около 2 часов. Поэтому общение на свежем воздухе всегда предпочтительней. Вот медики утверждают, что ношение масок значительно снижает вероятность заражения, но в отношении детей иногда звучит противоречивая информация, тем более с учетом того, что маленьких детей заставить носить маску делать довольно трудно. Все-таки со скольки лет рекомендуется детям носить маски? Это очень сложный вопрос, потому что действительно общепризнано, что ребенок до 3 лет маску носить не должен, потому что он просто не умеет дышать под маской. Поэтому это может быть опасно тем, что просто нарушение внешнего дыхания может быть. Появляются сейчас сообщения, что дети до 6 лет не должны носить маску, но это как бы отдельное мнение. Но до 3 лет точно ребенку маску одевать нельзя. Я тоже часто вижу маленьких, совсем маленьких детей, на которых надеты маски. Хорошо, если, понимаете, это большущая, огромная маска, которая просто вот рядом находится, да? С одной стороны, как маска, она никакого толку не имеет, потому что она не прилегает к лицу. Но благодаря тому, что она не прилегает к лицу, ребенок хоть дышать может. Не факт, что такому малышу, если хорошо, плотно оденут маску, что он не задохнется. Поэтому до 3 лет маски не надо на детей одевать. Ну вот известно, что дети болеют коронавирусом легче, чем взрослые, и нередки случаи бессимптомного протекания заболевания. Значит ли это, что переболевших детей может быть больше, чем об этом свидетельствует официальная статистика? Конечно, безусловно. Точно так же, как большое количество взрослых, которые переносят бессимптомные формы, и тоже не учитываются у них, не выделен возбудитель, соответственно, никто не знает о том, что они больны. Поэтому именно рекомендуется ограничить вообще круг общения, потому что мы не можем быть уверены, что люди, с которыми мы общаемся, например, в данный момент не переносят бессимптомные формы. Да, дети, конечно, болеют реже, легче, чем взрослые, соответственно, у них чаще бессимптомные формы протекают. Но если, опять же, обратиться к статистике и к выявленным случаям, то дети какого возраста и с какими хроническими заболеваниями более все-таки подвержены вирусу? Чем младше ребенок, тем меньше у него риск заразиться этим вирусом. Это связано с тем, что вирусу для репликации, для размножения необходим ангиотензин, превращающий рецептор 2-го типа. Такой фермент есть в нашем организме. Он содержится во многих органах и системах нашего организма. Он находится в клетках легких, кишечника, почек, сосудов, может быть на слизисто-ротовой полости.
Но особенность этого фермента в том, что его количество увеличивается с возрастом. У маленьких детей его минимум, с годами его становится все больше и больше. Где-то к подростковому возрасту его количество становится таким близким к взрослому состоянию. И таким образом подростки, приблизительно подростки, они начинают болеть так же часто, как и взрослые люди. Чем младше ребенок, тем реже он болеет. Вот если все-таки ребенок болеет он дома, то как его лечить? Потому что обычно взрослым назначают наряду с противовоспалительными средствами и антибиотики. А можно ли обойтись без них в случаях с детьми? Значит, по поводу лечения. Если поставлен диагноз ковид, то лечение назначается строго по стандартам. Разработаны стандарты по ведению пациентов с этой инфекцией, и лечение должно строго следовать федеральным стандартам. Здесь никакого самолечения невозможно, никакие другие методы не применимы, только то, что вам назначит врач, который к вам придет, если у вас будет выделен ковид. Это касается и взрослых, и детей. Если ковид не выделен и есть признаки респираторной инфекции, то ничего особенно отличного от того, что обычно мы применяем, нет. Не рекомендуется назначение антибиотиков, если у ребенка нет бактериальных осложнений. Если это банальное ОРВИ, достаточно обойтись жаропонижающими средствами, обильное питье, теплое питье и, собственно, внешние такие симптоматические меры, например, сосудосуживающие капли в нос, если обильный насморк. Вот, как обычно лечим ОРВИ. Если это обычный ОРВИ, еще раз повторяю, если это ковид, лечение проводится по стандартам федерального уровня. Ну вот а как соблюдать меры безопасности, если дома есть больной и полностью изолироваться от него в том числе нет возможности? Это, конечно, сложно, потому что нахождение инфекционного больного дома предполагает изоляцию. Другой вопрос, что при респираторных инфекциях, когда находится в семье один больной, если, говорите, вот нет возможности изолировать этого пациента, следовательно, это какие-то стесненные условия, это, возможно, однокомнатная квартира или большое количество людей живет на небольшой площади, то в таких условиях вероятность, что эти люди уже тоже инфицированы, очень велика. Может быть, они переносят тоже бессимптомный формы. Но в любом случае, конечно, надо максимально дистанцироваться от больного человека. У него должна быть отдельная посуда, у него, естественно, все бытовые предметы его должны быть отдельными, полотенца должны быть отдельно. Идеально, если у него есть отдельная комната. Чаще проветривать помещение. Сейчас, если не так холодно на улице, можно проветривать помещение как можно чаще. Это очень важно, потому что один из путей передачи аэрозольный. Это значит, вирус висит в воздухе. Недолго, но он там находится. И когда вы производите проветривание помещения, с током воздуха теплого он выходит на улицу, а свежий воздух заходит в комнату. Это первое. Второе. Не надо пренебрегать влажной уборкой, может быть, даже дезинфицирующими средствами, потому что вирус на поверхностях может сохраняться до 3 дней. На пластике, на металле он сохраняется до 3 дней. Есть контактно-бытовой путь передачи. Через предметы, через посуду, у детей через игрушки можно заразиться. Поэтому влажная уборка ежедневная, обработка всех предметов, бытовых предметов, к которым прикасается больной. Вот вы, может, заходите в магазин и видите, что там обработано бинтом обмотаны ручки, и они должны быть влажные. Вот по идее они должны быть смочены средствами, потому что через дверные ручки это один из частых путей передачи контактно-бытовым путем. Скажите, обязательно ли всем контактным с больным сдавать анализы ПЦР и ИФА? Да, конечно. Потому что именно для того, чтобы выявить вот эти самые бессимптомные формы, которые
Человек сам не страдает, он можно сказать, практически не болен, но он является источником эпидемиологической опасности. Надо сказать, что, конечно, в меньшей степени, чем больной активной формой. Ну, хотя бы потому, что он просто не чихает и не кашляет, да? То есть носоглоточный эффект его как бы не распространяется в пространстве. То есть, конечно, он в меньшей степени опасен, но все равно опасен. Он все равно представляет эпидемиологическую опасность. Поэтому, конечно, такие лица должны выявляться, наблюдаться и на время, пока они являются заразными, изолироваться. Но вот если говорить о профилактике, то как укреплять иммунитет и помогут ли витамины организму легче справиться с вирусом, если, ну, не дай бог, заболел человек? Ну, укреплять иммунитет – это одна из таких вечных тем о том, что вот у моего ребенка иммунитет слабый, вот его надо укреплять бесконечно, да? На самом деле иммунитет у детей нормальный, такой, какой соответствует их возрасту, подавляющее большинство детей. А то, что дети болеют, так они должны болеть. Они накапливают тот самый иммунный опыт, который благодаря имеющимся у них иммунитету позволит им благополучно жить в дальнейшем. Безусловно, дети, которые часто болеют, дети, которые страдают какими-то хроническими заболеваниями, дети, которые подвержены, у которых на данный момент, например, какое-то тяжелое состояние, это отдельная категория, про них отдельный разговор. Но обычные дети, обычная категория детей, в принципе, специального какого-то укрепления иммунитета им не нужно, но в литературе сейчас достаточно много данных появляется, публикуется о том, что низкий уровень витамина D снижает резистентность к COVID-19. То есть, если недостаток витамина D, лица более уязвимы к заражению данной инфекцией. То, что у нас, как правило, витамина D не хватает, это как бы общепризнанный факт, это общее место. У нас у всех есть так или иначе витамин D. И у детей, и у лиц старшего возраста, и пожилого возраста особенно. Поэтому всем рекомендуется сейчас принимать витамин D хотя бы в профилактических дозах. А нужны ли некие реабилитационные мероприятия переболевшему COVID-19 ребенку? Если нужны, то какие? Если это не тяжелая инфекция, без тяжелых последствий поражения сердечно-сосудистой системы, легочной системы, системы почек, мочеполовой системы, специальных никаких реабилитационных мероприятий нет. Нужен спокойный период реконвалесценции. Период реконвалесценции – это значит период восстановления после инфекции. Это достаточно, если не тяжелая инфекция, то это в пределах недели, 10 дней. Очень нежелательно в это время ребенка, это касается не только ковид, это касается любой вирусной инфекции респираторной. Очень нежелательно в это время ребенка в детское учреждение отводить. То есть вот он выздоровел, у него все нормально, температуры нет, он не кашляет, он чувствует себя хорошо. Идти сразу в детский садик не надо. Лучше подержать его дома неделю, 10 дней, еще лучше 2 недели, чтобы нормально прошел процесс восстановления, процесс реконвалесценции. Если же пациент перенес тяжелое заболевание, пневмонию тяжелую, у него какие-то были осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы, то наблюдаться он должен у специалиста, у педиатра и у специалиста, и столько, сколько необходимо в данном конкретном случае. Столько и с таким интервалом. Татьяна Геннадьевна, я благодарю вас за эту беседу. Спасибо, что ответили на наши вопросы. Всего вам доброго. Пожалуйста, до свидания. Это была программа «Актуальное интервью». О лечении и профилактике COVID-19 у детей мы говорили сегодня с профессором кафедры педиатрии и детской хирургии Мединститута Северо-Восточного федерального университета, доктором медицинских наук Татьяной Дмитриевой. Берегите себя и своих близких. Обязательно носите маски, дезинфицируйте руки и соблюдайте социальную дистанцию. До встречи в эфире.